Дорогие наши зрители, скорее всего, осталась одна или две серии до окончания нашего путешествия, нашего теплого большого путешествия в солнечную Абхазию. Но на этом мы с вами не прощаемся. Мы что-нибудь еще придумаем. У нас есть еще одна поездка в запасе. Она небольшая, но тоже будет, наверное, кому-то интересно и познавательно. Поэтому просим вас, не теряйте нас, не теряйтесь сами. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить какие-то наши, может быть, интересные поездки. Потому что впереди у нас будет Новый год, и мало ли вдруг куда-то мы соберемся поехать. Ну а пока мы продолжаем смотреть окончание нашего большого теплого путешествия. Спасибо за просмотр. Доброе бурятское утро. Сегодня 27 июня. Время 4:50. Мы выезжаем из Улан-Удэ в сторону Читы. Переночевали в отеле Байкал Плаза. Поужинали в ресторане Тенгиз. Маленько прогулялись возле отеля. Никуда далеко ходить не стали. Вот просто по площади Ленина. И легли спать. Погода хорошая, прям на улице такой классный воздух. У них тут вообще какой-то вкусный такой воздух. Какой-то прям мягкий. А мы едем на выезд из города. Заехали на Роснефть, заправились, взяли воды, кофе. Сейчас покажу вам завтраки. Нам дали с собой сэндвич. Его не видно в отеле. Какие-то тут 2 кексика. Блин. Как показать-то? 2 кексика. И знаменитое яблоко. Почему яблоко знаменитое, сейчас расскажу. В 23-м году, 11 апреля, мы останавливались в отеле Байкал Плаза, когда ехали в сторону Москвы. Нам тоже дали так с собой завтраки, и яблоки были упакованы в пищевую пленку. Ну и как-то у нас так получилось, что одно яблоко я съела, а Антон не стал яблоко есть. И это яблоко с нами съездила до Москвы, покаталась на Алтае и вернулась домой 26 мая, то есть через 1,5 месяца, грубо говоря. Легло в холодильник дома. Окаталось оно с нами в салоне автомобиля. И в холодильнике это яблоко пролежало. Еще 8 месяцев я засекала. Я не помню, в каком я там месяце его выкинула. В общем, почти год у нас прожило яблоко. Выкинула я его, потому что оно уже из зеленого превратилось в желтое. И чуть-чуть такое сморщилось, но оно не испортилось, не пропало. Пленку якобы заматываешь ты, когда продукт. Он там долго сохраняет влажность. Надеюсь, что это так. Хотя, как бы, у нас всегда такие мысли, что если хранится долго, значит, оно чем-то обработано или напичкано. В общем, такая история с яблоком, с улан-удэнским. Но эти яблоки, я тоже думаю, что доедут до дома. Потому что мы вчера купили фрукты себе на дорогу. Что там случилось? Скорая стоит. Кого-то держат. Здесь только дальнобойщиков спит много.
Самое красивое место, наверное, да? Мы здесь на коптере полетали, когда туда ехали. В первых сериях будет. Сколько всего у тебя серий будет? Не знаю, посмотрим. Потому что, как бы, ну, дорога-то уже нами изъезжена и показанная на 100 рядов. Ну, в такое время года нет. Понятно, да. Особо, это мы, допустим, первые разы, когда там ехали, всему удивлялись, все подряд снимали, у нас длинные серии были. А сейчас-то одно и то же, что показывать. Куда бежишь, красавица река? Ты куда спешишь, привольно широка? Тороплю синих волн, безмятежную гладь. Я седому Байкалу отдать. Селенга моя, селенга, сердцу ты близка и дорога. Средь лесов, полей, надежд любви моей, ты течешь и даешь силу ей. Гора Спящий Лев. Ты где здесь смотрываешь? Красота. Сейчас, как я Антону сказала, самая скучная дорога от Читы до, ну или от Улан-Удэ до Читы. До Невера. Сейчас посмотрим. Обычно тут просто всегда желтые степи, высохшие, и ничего не видно. В новостях показывали 2 дня, там 3 дня назад, что все горит в Забайкалье. Здесь все хорошо, тьфу-тьфу, дыма нет. Погодка замечательная, 18 градусов, время 5 утра. 16. Погодка замечательная, 18 градусов. Ой, сколько? 16? Да? 16. Ну, я не вижу же оттуда сюда. 16. Какая разница? В 5 утра. Солнышко, небо чистое. Мы позавтракали вкусными сэндвичами с кофейком. Кафе Ташкент. Русская, бурятская, узбекская кухня. Машин тут немного стоит, да? Просто вот эти вот виды, конечно, вообще завораживают.
почему мы любим путешествие на машине. Можно увидеть всю эту красоту. Долго на нее смотреть, пока едешь. А обратно. На самолете прилетел, быстро-быстро отдохнул и улетел. До ЧТ 612 километров показывает. Ну, это до ЧТ. Мы на трассе останавливаемся в отеле. Надеюсь, что он не будет занят. Я не помню, я вчера говорила или нет, что мы забронировали отель. Нам сказали, что его могут, номер этот могут продлить. Поэтому нужно сегодня позвонить и уточнить. Поэтому позвонили, забронировали еще квартиру посуточно. Роснефть 61,15. Цены на бензин начинают расти. Едем тут новая дорога, по-моему. Мы туда ехали, ее не было. Или мы не помним. Мне кажется, не было. Хотя... Все так замыливается в памяти. Вот получается Мухор-Сибирь. Дорожку положили новую, красивую. Прям свежачок. Большой такой участок. Хороший. Солнце светит. А в прогнозе погоды показывает, что облачно. И, кстати, ночью дождя не было, которые обещали. Чудовище без фар едет, которого не видно на черном. Черного на черном. Ну вот такие они, бурятские степи. Все в основном желтое. Зеленого совсем мало. Зато коровам есть что поесть. Надо было вчера бурятскую тушенку купить. Вкусную какую-нибудь. Хотя мы же не знаем, какая тут вкусная. Вот на Алтае мы покупали тушенка, так тушенка. Вкусная была. Она и стоила как килограмм мяса, блин. Ну, стоило, да, дорого. Поэтому, кому нужна тушенка, варите сами. Я тушенку не люблю. Лошадки пасутся. Травку зеленую едят. Пока она еще зеленая, до конца не выгорела. Время у нас 8:26, время перевелось на час вперед, сравнялось с якутским. Мы в Забайкалье, проезжаем Петровск-Забайкальский, ну, как раз где-то здесь примерно время переводится. Появилась дымка такая, по всей видимости, от тех самых лесных пожаров в Забайкальском крае. Вот сейчас впереди можно видеть в дыму все. Китаец. Китаец впереди едет на китайской машине.
грязненький. До этого все чистые были. В дожди-то, видать, попал в грязь. Выпуски, да. Надеемся, что нас не застанут нигде эти лесные пожары. Мы туда ехали, горело все. И до сих пор Забайкалье горит. Вот уже сколько времени едем по Забайкалью. Как вот табличка висела, баннер большой, что дороги обслуживаются забайкальским там кем-то, чем-то. Так вот и начались вот эти вот то яма, то канава. Ужасная, конечно, дорога вообще. Еще ни одного участка не было. Сколько мы уже? Часа 2, наверное, едем. Ни одного участка не было хорошей дороги. Вся вот такая. Забайкалье. Делайте дорогу. Хотя им некогда, наверное. Денег нет. Они все на тушение лесных пожаров тратят. Но зато тут везде собирают мусор. По всей дороге стоят мешки с мусором. Вот машина стоит, видимо, которая потом собирает мусор. А кто-то этот мусор разбрасывает снова. Ты едешь, часто очень видно. То пачки от сигарет вылетают из впереди идущей машины, то бумажка там от мороженого, то даже банки от пива. Но нет, вот есть немного нового асфальта. Только они рукожопые, даже новый ложат уже, блядь, кривой. Какой-то кривовастый. Они, видать, на старый просто положили, не стали заморачиваться. Реально рукожопые. Вот заразы такие. Бегут через дорогу. Вот перед Читой 170 километров, грубо говоря. Такая трава везде зеленющая. Никогда ее здесь такой не было. Это вот мы когда в ту сторону ехали, она вся сгорела. Деревья вон обожженные стоят. Там чернота. А эта новая травка выросла уже. Свежая. А деревья уже не восстановишь, бедные. Так и будут с верхушками зелеными пока что стоять. Там вообще все чернота. Здесь еще что-то желтое осталось, хвоя. А там просто черный лес. Страшно вообще как. Просто вот сколько едем уже, эта чернота вообще не заканчивается. Ну, кустарники, да, они, может быть, еще и вылезут. Нет, березка стоит на конце, у нее зеленая ветка. А, ну вот тоже получается, вот слева березки, вот справа березки. Верхушки, которые не задел огонь, они зеленые. Везде видно, что кроны зеленые, по низу все.
там все желтое, как обычно. Вот она сухая трава, сейчас 30 градусов температура на улице. Конечно, она вспыхивает, сухая. Здесь интересно, здесь круглый год вот эти желтые поля и степи. Зимой нет. Да, по-моему, зимой такое ощущение, что здесь снега нет, а везде вот эта сухая трава. Естественно, она в апреле все гореть будет. Горит до апреля, май, и потом еще все лето. Поезд начинается там, а заканчивается вообще черти где. Вот это длина. Ручей Шмалей. Вон он далеко. А конца его еще и не видно. Вот там где-то. И, блин, столько места, да, стоит контейнерочек. Ну, покомпактнее поставьте. Ну так надо, значит. Это же не просто так ставят. Хилок. Хилок вообще туда в сторону 268 налево. Я думала, он где-то прям возле дороги недалеко. И вон там сейчас пожар в Атамановке. В Атамановке же, да, правильно? Да? Ну, наверное. Ну ты же говорил мне. А ты куда помчался? Такие. Как вы ошибаетесь? Что это такое? Непонятно. Я работаю на работу. С тебя он спросит. Такие тоже возле Читы заброшенные, видимо, бывший жилой дом. Одинешенько так стоит в поле. Его, по-моему, даже и не достроили, потому что балконов нет. А может, уже разобрали эти балконы. Так, время 13:30. Мы приехали в Читу. Ну, как в Читу? На трассе возле Читы наша гостиница «Амур», в которой мы всегда останавливаемся. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Ну и что, эти что у них Поверните урны-то налево, раскиданы? а затем поверните налево. Вот тут хорошо. Колбаса всякая, сибагра. Жизнь зеленая лежит. Филе куриное. Фрукты, пожалуйста. Лежат, гниют. А от них гниют другие. Всякие сладости. Игристое 239 какое-то. Я в них не разбираюсь, не знаю. Конфеты, кофе. Что тут еще? Из знакомого ничего нет такого. Все какое-то незнакомое, непонятное. Интересно, что тут вообще можно покупать? Вот виноград лежит. Кстати, молоко тяжин по 69. Цыпленки бройлеры. Большие, прибольшие. Квас. Что за квас? Натуральная. Сухая смесь.
Макароны какие-то тоже незнакомые. Мешками. Ну вот, по 159. Давайте эти. Алмак 129, там 2 килограмма. Сейчас, конечно, семечки какие-то неизвестные. Чипсы 230, 280 грамм. Так, тут дошики какие-то, да? Ну, это не дошики, конечно, что-то другое. Я вообще хотела орешки купить. Но что-то я здесь орешков не вижу. Вот семки тыквенные. И смесь орехов, все. Смотрю магазин у Андрей. Смотри, какие у них помидоры тут стоят. Прямо на подоконнике, на улице. 18 номер. Он мне больше нравится, чем 14. В 19, кстати, мы ни разу не были. Тут вот стол даже рабочий есть. В темноте снимаю. По 3 полотенца. Тапочки, пожалуйста. Халаты. Все чистенько, аккуратненько. Прям хороший отель придорожный. Тут все вот так. Поэтому, не знаю, я прямо рекомендую этот отель. Мы рекомендуем. Да, постельное белье не белое, но ничего страшного. И главное, окна во двор выходят, а не на дорогу. В 14 номере выходят на дорогу. Там немного шумно, если вы хотите пораньше лечь спать или попозже проснуться. Доброе читинское утро. Время 3 часа ночи. Мы сегодня проснулись ни свет, ни заря, потому что вчера легли рано спать. Ну, то есть я как бы вообще не спала, потому что я поспала полчасика, наверное, и выспалась. И вот с 9 вечера я не спала. Дала Антону выспаться, как планировали в 3 часа встать, но встали на полчаса раньше. Сейчас вот на Роснефти заправимся 95-м по цене 61,25. Потому что дальше там по 67 будет. Да. И покатим в сторону Невера. Так, у нас перестала работать рация. Антон пошел проверить предохранитель. Сейчас скажет. Ничего не вижу, надо заменю на всякий случай. Дымом так пахнет страшно, да? Будем знать, что 20 лет. Вот вчера оставил включенную, забыл выключить. Жиришка была. Это первый. Заработала. Ура, заработала. Значит, сейчас мы передадим дальнобойщику, который едет, если успеем. Ну, когда обгонять будем. Сейчас он проедет мимо. Мы его обгоняли, от него так колодками воняет жутко. Антон говорит, блин, а у меня рация не работает, чтобы ему сказать. Поэтому сейчас, когда будем обгонять, скажем ему, да? А? Сейчас, когда будем обгонять, скажем ему, да? Кому? Ну, дальнобойщику этому, что у него колодки воняют. Не выключил рацию Угу. вчера на такой жаре.
Жара была под 40. Угу. И все, предохранитель опух. А вот он, кстати, остановился. Он, видимо, это... Ну-ка, понюхай, у него там Сейчас не под воняет. хвостом не воняет? Нет. А может, значит, что-то вгорело мы проезжали мимо? 77-й, ага, он. Он. 56-40. Значит, что-нибудь где-нибудь в лесу горело. Так, что воняло. Ну, это он, может быть, оттормаживался, и поэтому отвалил. Я не люблю, когда что-то не работает. Ну, все тогда. Мы счастливы, у нас все работает. Поехали дальше. Запах дыма такой. Ну, ничего не видно, где горит. Где-то горит возле Читы, населенный пункт. В новостях вчера говорили в Читинских, что отвоевали поселок. Атамановку? Я не помню какой. Потому что огонь прямо подошел к жилым домам. Но они молодцы, справились. Сейчас ехали, уже пожарки летят куда-то с включенными маячками. Да, сейчас все хотят из МЧС уволиться. В Забайкальском крае. Почему? Ну, не знаю, работа хорошая, спишь, ешь, но как пожар, так хоть увольняйся, да? Ага. После Читы очень большой участок дороги сделали уже. Дорога прям хорошая, идеальная. Но еще стоят, там еще разметку даже не сделали. Здесь еще делают. Я думаю, что на следующий год уже достаточно много будет хорошей дороги. Потому что в позапрошлом году, когда мы ехали, в 23-м, это был, конечно, трэш. Что тут творилось. Просто ехать невозможно было. Дырка на дырке. Молодцы, делают. Дым стоит. Густющий. Мы сейчас вот все это время ехали по хорошей дороге. Скорее всего, днем реверсивная, когда они работают. Вот видно же в камеру, какой дым. Видно, да? Ага. В камере-то светлее. Мы сейчас проезжали, разговаривали, показывал, там горело прям красный огонь. Я не видела. Мы быстро полетели, потом не останавливаться. Вот немного проехали по ремонтируемому участку, и начался вот этот участок, который, видимо, когда-то недавно сделали, а потом латали. Потому что вот прям дурацкий участок дороги. Он сейчас, по-моему, длинный будет. По всей видимости, они его переделывают. Потому что тут вот этот ужас. По нему раньше долго-долго ехали. У них еще знаков не хватает, чтобы поставить эти конкретные кочки. Тут просто один большой знак надо ставить на протяжении столько-то На километров. границах России. Но отец Илона Маска приезжал в Москву и сказал, что
В России очень хорошие дороги, все чисто и идеально. Чего вы тут выпендриваетесь? Вы еще в Америке не ездили, так что... Вот так вот. А кто-то там, какая-то дама написала в комментарии, что я там что-то про Америку вякаю, хотя там не была. Америка не сравнится с Россией. Ну вот 100 километров от Читы отъехали с небольшим. И здесь дымом совсем гораздо меньше. Все видно. Видимо, ветер в ту сторону, в Читу, несет этот дым с поселка. А тут все сгоревшее, все черное вон стоит по левой стороне. Чернота. Тоже, видимо, горело. Ай да ну. Так, летающих паразитов снимаю. Они светятся в свете фар. Видно? Видно. Ну так, их слегка. Несколько штучек, а на самом деле-то их очень много. Залепляют стекло. Намордник. Я не помню, говорили, нет, у нас 2 намордника. Внутренний и наружный. Сетки. Господи, по кочкам. Вот, и купили омывайку хорошую. Потом попозже бутылочку покажу. Бутылочку. Бутыль. 5 литров. Она прям хорошо смывает. Вон они лупятся и лупятся в стекло. Хватит нам этой омывайки до дома-то? Нет, навряд ли. Придется еще где-то покупать какую-то. Просто до этого, которые покупали, они так себе от мошки. Да и столько мошки не было. Ну или кого там, животных этих, насекомых. Животных. Но я же не буду материться. Так бы я матом сказала, как они называются. А так омывайка классная. Здесь тоже все сожженное. Говорю, это вот мы уже сколько, 100 с лишним километров проехали. Все время то справа, то слева все сожженное. И вчера больше 200 километров, наверное, ехали просто непрерывно до Читы. Все черное, все сгоревшее, страшно. И до сих пор горит где-то там. Шпатыкен, друг наш, ручей, тебя не видно, Но он есть, да? но он есть. Блин, плохо, что выйти нельзя. Или можно? Давай побыстрее. Ручей, Шпатыкен! Класс, названица, конечно, бомбическая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы куда? Туда. Туда? А откуда? Откуда? А откуда? Оттуда. Оттуда? Слушай, вообще сколько этих гадов летает. А ты на морду Ужас. Морда там залеплена, да? Мамочка. Да, залеплена. Воняет так. Фу. Реально воняет, блин, как будто... Фу.
Ой, они еще на меня пытаются садиться. Смотри, сколько их много. Тоже новая дорога. Она была, когда мы туда ехали. Ну, ее делали, точнее сказать. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la, oh oh. Get me out of broken hearts and starting fights. Поднялись на такую горку. Полетали на дроне. Ух ты! Вон куда надо было слетать. Коров поснимать. Стадо целое. Красота. Там, может, какая-нибудь речка, поэтому такое туманное облако. То дым, то туман. Дым-то с дым. Ну и что? За туман тут такой густой. Облака. Белогривые лошадки. Ехали в Нерчинске на заправку Нефтемаркет. А тут сразу такая бах. Цена почти на 10 рублей выше. 71 рубль 95. Самая гребаная, блядь, неполноценная заправка. Просто тупо сбор денег, блин. Отсекатели не работают, шланги все бегут, блин. Ты дать влажные салфетки? Да нет, не руки, на пол все бежит как раз это. Эта карточка, это ходит через окно, через это дупло уже никто не работает. Охрану не могут нанять, блин. Кого-то ссут, блин. Ванизма стоит там, как будто там, блин, 8 буренок родила, блин. Автобус такой перед нами едет. Белый. Белый. Он белый. Сейчас обгонять будем когда-нибудь. Увидим, что он белый. Газ нажимает, Бедняжка. из трубы черный дым, вот сажа легла. Красноярск, да? 42-й регион. 42-й Кемерово. А, Кемерово. Откуда ж он такой белый едет-то? Кемеровчанин, блин. Шахтер. С Кемерово. Ладно, не сильно. Охренеть. Вот такие белые автобусы бывают. А мужик вообще там голый сидит, раздетый. Вообще столько всего интересного тут ездит, везут.
Сейчас кузов от Бела завезли. Раньше сам белался. А? Раньше, когда дремала, сам белался, я понял. Сам Белас, Антон, говорит, обгонял, пока я дремала. Да это что за еб, вашу мать? Сзади, подскажу сейчас, а? Ой, сейчас за автобусом Ну, еще раз напишите мне, что мат меня не красит. Как вот без мата тут? Короче, всю дорогу, ну не всю дорогу, а 4 километров 150 по хорошей дороге отъехали. И вот периодически бывают, конечно, хорошие куски, но в основном вот это вот болтанка забайкальская. Забайкальская болтанка, назовем ее так, да? Да. Не, ну ты же можешь это говорить, но не материться. Да у меня, блин, не знаю. Вот как сделали ее в 2012 году, и, по-моему, все, нафиг. Так и есть, что все нафиг. Никто ничего больше не делал. Мы в 2012 году, когда ее только открыли, здесь ехали, вообще идеальное стекло, зеркало было, ровная дорога была. Потому что Владимир Владимирович Путин на своем желтеньком автомобильчике решил здесь прокатиться. И они быстренько все заасфальтировали. А сейчас он не хочет кататься? Или ему некогда? Ну, скорее всего, некогда. И тут все. Этот забайкальский губернатор сидит, блин, и не чешется. Вон что, блин. Ужас, конечно, вообще. Просто тут же такая проходимость, столько много машин все время идет. И какая аварийность здесь, блин. Где-то залепили заплатками. А что толку от этих заплаток, если она вся как стиральная доска волной пошла? Да, мне Кстати, такое чувство, что они сняли асфальт и специально волну сделали и заасфальтировали. да. Мотоциклистов очень много навстречу попадается. Прям очень много. Куда они все едут? Где у них туса? Не знаю. Кто знает. Чай остановились попить. Перегонщики какие-то. Ужас. Что мосты, что дорога. Вообще все в безобразном состоянии. Интересно, в Амурскую область въедем, там такая же история? Нет, в Амурской области в том-то и Получше? дело, что лучше. Да? Сейчас через 100 километров будет, сравнишь, блин, сразу же. Как у нас в Якутии. А Ерофей Павлович, это же Да, Амурская Амурская область область. уже, да? Ну, вообще, вот, правда, Ни страшная нормальных дорога. заправок, ни нормальных кафешек. Так что проверьте-ка губернатора Забайкальского края, куда он деньги на автомобильные дороги девает, если кто посмотрит. Или сразу его за задницу в тюрьму. По-любому ворует. Да всяко все воруют губернаторы эти. Ну, не все, конечно, может, есть какие-то единицы. Но они не приживаются. Их либо снимают, либо убивают. Вот на Алтае про Евдокимова до сих пор весь народ о нем отзывается, как, блин, о нормальном хозяйственнике, который что-то сделал и что-то
пытаются сохранить они то, что он сделал. А новым пофигу все. Все до себе. Ну вот его же убрали. Ну, Всяко убрали, подстроили эту аварию. ну так там же и рассказывают, что все знают, кто это сделал, блин, только у нас одно следствие не знает, кто это сделал. Поэтому у нас и берут на такие должности дурачков. Либо дурачков, либо, Болванчик. ну да, болванчиков. Им говорят, они делают. Ну вот, сами видите, сколько едем, я камеру не выключаю вообще. Все время это балалайка. Ух. Ух. Все разрисовали, здесь расписали своими именами. А вдруг они на обратном пути забудут, как их зовут хоть? Ну да. Это что там везет за кибитку? В прицепе без номеров. «126-й». Так кто это? Это какая-то самарская, по-моему, где-то оттуда, саратовская. 160-е же там. А может, не знаю. Ну, колеса задние у него конкретно разъехались. Раз. Сколько мы ездим по этой дороге, блин? Да лет 5 она точно такая. Ну, больше даже. Даже больше, блин. Она сразу развалилась. Считай, в 2012 году это сколько? 13 лет, как ее сделали. Мы по ней выехали тогда с Невера на эту дорогу. Выехали и обалдели. Правда, это было ночью, мы в Но темноте это еще выехали. черный асфальт был. Да. Я говорю, такое впечатление было, как будто ты в компьютерной игре едешь. Разметка, это все светится, такая красота, все чистенькое. Ну, ровно после Путина поехали. Где-то там через несколько, там, не знаю, дней, через месяц, может. Что, он в мае ездил, мы в июне поехали. Ну, Через месяц, грубо говоря. через месяц, да. И все, а потом, мне кажется, она в тот же год и начала уже рушиться. Потому что ее ложили-то на скоряк, они же потом сами рассказывали, где-то писали, что вот он должен ехать, он уже едет по ней где-то, а они перед ним буквально там ее размазывают и прячут свои машины. Поэтому разваливаться она начала тут же. За столько лет она, конечно же, пришла в негодность. Видно, что вот покрывали еще одним слоем. Когда это покрывали, тогда или сейчас, этот слой стерся прямо как заплатки. Не заплатки, а как дырки протертые. А дорога очень красивая, место очень красивое. Сделать бы ровную дорогу здесь, вообще бы красота была, да? Ну, как ровную, гладкую. Ручей Барагонский. Конь Барагонский.
Тагадынский. В Барагонске тоже есть выражение. Конь барагонский. Барагонцы. У нас в Якутии есть населенный пункт. Село, точнее. Это еще Забайкальский край. Оба, напоследок вам на, так сказать, с солью в Кусочек жопу. счастья. Раз. Здравствуй, Амурская область. А вот Амурская область. Все, можно на газ нажать. Ну да. Ерофей Павлович 36 километров осталось. Есть тогда разница, да? Ну так-то очень, очень есть разница. Ну вот. Что и требовалось доказать. Там и щиты стоят. Содержание автомобильных дорог там где-то те-то А те стесняются даже щиты поставить. похвастались, Или никто не ездит. что содержат. Ладно, сейчас кушать будем скоро, через 36 километров. Ерофей Павлович всегда вкусно. Надеюсь, что не испортилось. Вот тут люди пешком ходят. Интересно. Надеюсь, что не испортилась у них еда. Дороговасто стало в последнее время. Ну вот мы от Читы всегда до них доезжаем, там обедаем. Сейчас время 11 утра. А вдали горы, как в тумане, в дымке в какой-то. Что это непонятно, то ли дождь, то ли дым. Ну, в Амурской области тоже есть плохие дороги. Нет, я согласен, территориально где перед Благовещенском, перед Шимановском. Ну, Но они всегда там где делают. Соловьевск, там все провалилось, объездная. Ну, там, да. Быстро очень провалилась. Только сделали ее, она за 3 года убилась. Она в первый же год, когда талые воды ее размыли, Размыли. вышла ну. вода. Ее осенью сделали, весной сквозь трещины вышла вода. Чумазы и бабочки такие еще там. 2. Красиво так. Парочка. Вот хотела Лизе гербарий привезти. Такой воздух свежий, как будто дождь прошел, а дождя не было. Сухо. Короче говоря, пообедали мы в Ерофее. Народу вообще нет. Обычно там народу очередь стоит. И сегодня как-то не очень. То ли сегодня суббота, потому что, то ли, ну вообще очень странно, что там нет людей. И еда, конечно же, так себе уже. Ну, нормально как бы поели, но не вау, как было до этого. Селедку под шубой взяли, Антон открыл этот контейнер одноразовый. Открыл, говорит, что-то как будто она умереть хочет. Понюхали, отдала им. Они нам из другого холодильника новые вытащили. Это говорит, сегодняшние. А, они вкусные были. Борщ что-то не стал есть. Борщ, кислятина. Кислятина. Мне Очень показалось, как будто из банки. Я попробовала. Ну, вроде Нет, как он будто не из ничего. банки, но он очень кислый. Да? И очень много зачем-то туда положили, я не могу понять, болгарского перца. Красного и зеленого. А, Прям ломтями. Я думал,
картошка ж сначала. Или свекла взял это болгарский перец. Я же его не люблю. Ну, в общем, так. Пообедали и ладно. Время 11:49. Мы заправились, залили 15 литров там на заправке по 65 рублей. Сейчас приедем по 70, будем заправляться. Как-то пасмурно, как будто. Но тепло на улице. 20... Сколько? 26? Да? Да. 26. Все, едем дальше. Следующее у нас... Че? Большой Невер. Развязка это, да? И в родные, поворот на родные Пенаты. Ага. Короче говоря, нас обманул Антон. Уважаемые зрители, нас Антон обманул. Да, в Амурской области тоже петушары. Такая же балалайка, как и там. Скачем, вообще просто едем и не понимаем, может мы не в ту сторону поехали с этого Ерофея. Надо было налево, а мы направо. Да нет, вроде все правильно поворачивали. Просто тоже стиральная доска. Не такая, конечно, мелкая, как там. Но прямо промятые эти волнами куски дорог. Сейчас покажу. Подпрыгиваем тут. Конечно, камеру взяла и все, дорога отремонтировалась, да? Тут ровненько, хорошенько. Очень часто стали появляться машины с якутскими номерами навстречу. Легковушки. Нет, нормальная дорога, может, нам показалось? Привиделось. Что там случилось такое, а? А, я его нифига вывернула колеса. Мотоциклер. С мотоциклом, что ли? Да нет, вроде бы. А, Вон там что-то с той стороны ёшкин разворочено. корень, гнал машину, не догнал, да? Его, видать, это швырнуло Видать. аж. Подушкой стрелял. А, он вон зацепил бордюр, Ну, потом туда улетел. ну ты сворачивай-то, едешь по встречке. Вот его здесь раскачало, видимо. Ну, вот кидануло на этой кочке. Не кочке, а волне. И в тот бордюр, ну, и потом другой бордюр. Ужас. Так, заправка ННК. Хотим здесь заправиться. 64,30. О, слив. Да ёшки-матрешки. Я думаю, что он дистопливо сливает. Ну, эти что-то там шуршат на колонках. Дорогие наши зрители, хочется поблагодарить вас от всей души за то, что сегодня вы снова были с нами целый час. Благодарим вас за ваши лайки, комментарии, подписки. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а в следующую субботу мы приедем в Якутию, увидим бурундуков, медведя и полетаем над Амгой.